والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Следующий хадис عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. Хауля الأنصارية, да будет доволен ею Аллах, говорит, сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям: поистине мужи, люди поступают неразумно с имуществом Аллаха, без права, и им огонь в судный день. Хадис, который привел имам Аль-Бухари. Ну, во-первых, хадис передала кто? Женщина, сподвижница. Кто-то скажет, а как же передает она хадис? И мы принимаем это ее сообщение, ведь Аллах Субхану Тааля говорит: «Фаиллам якуна раджулейн, фараджулю вамраатана». Если не будет двух мужчин, тогда вместо одного мужчины что? Тогда будет мужчина и две женщины. То есть вместо одного свидетеля мужчины две женщины свидетели. А здесь одна женщина передает хадис, сообщение. То есть Аллах Субхану Тааля, Он сделал свидетельство мужчины как свидетельство двух женщин. Хорошо? А как здесь? Мы скажем, когда речь идет о вопросах религии, тем более передачи хадисов, тогда сообщение одной женщины, если это надежная, благочестивая, добропорядочная женщина, то принимается ее сообщение. Хорошо? То есть здесь уже сообщения мужчины и женщины, они приравниваются друг к другу. Если, например, женщина засвидетельствовала, что солнце село во время поста, тогда постящийся может что? Прервать уже свой пост. Понятно? Или, например, женщина свидетельствует, что она видела месяц, что он зашел, новый месяц. Хорошо? И люди начинают поститься по свидетельству этой одной женщины. Итак, это хабар-дини, то есть религиозное сообщение, поэтому оно принимается. Так сказано: «Инна риджалин», поистине мужи. Риджаль здесь накира, то есть стоит в неопределенном состоянии. Хорошо? В каком контексте? В контексте отрицания или в контексте утверждения? В контексте утверждения. Хорошо? «Инна риджалин» сказано, это хаввадуна фи малилля. В контексте утверждения накира, в неопределенном состоянии, согласно правилам усуль аль-фикх, дает нам какое значение? Итляк. Литляк. Что значит итляк? То есть речь идет не о всех мужчинах, не о всех людях, хорошо? А речь идет что о некоторых людях. Это называется итляк. Хорошо? То есть не обо всех, но о некоторых. Понятно или нет? Какие-то некие люди. Хорошо? Это значение здесь. Так сказано: «Ятахаввадуна фи малилля». Ятахаввадуна. Что значит ятахаввадуна? Вообще хауд — это идти в воду, входить в воду. Хорошо? Хауд. Здесь что имеется в виду? Здесь имеется в виду совершение бездумных, неразумных действий в отношении, здесь в данном случае чего? Имущества Аллаха Субхану ва Тааля. Каким образом могут совершаться неразумные действия в отношении имущества Аллаха Субхану ва Тааля? Мы скажем, это действия, совершенные до получения имущества, и действия, совершенные после получения имущества. Действия, совершенные до получения имущества, это что за действия? Это приобретение имущества неправедным путем. Хорошо? Вот это вот совершение неразумных действий в отношении имущества Аллаха Субхану ва Тааля. Получение, приобретение этого имущества недозволенным Аллахом Субхану ва Тааля путем, не путем халяля. Хорошо? Человек не смотрит халяль, харам, собирает имущество, копит имущество. И мы говорим совершение действий неразумных после получения имущества. Это когда человек тратит свое имущество не на цели, угодные Аллаху Субхану ва Тааля. Итак, либо получает средства, деньги, имущество, зарабатывает их не путем угодным Аллаху Субхану ва Тааля, либо тратит путем неугодным Аллаху Субхану ва Тааля, не на то, что угодно Аллаху Субхану ва Тааля. Дальше, смотрите, сказано: это хаввадуна фи малилля бигайри хак. Поступает неразумно, неправедно с имуществом Аллаха бигайри хак. Без права. Посмотрите, сказано без права. А что, можно поступать неправедно
неразумно с имуществом Аллаха по праву? Нет. Почему это здесь сказано бигейр хак, без права? Вот это называется в арабском языке сифатун кашифа. Сифа кашифа, то есть подчеркивающее значение. Хорошо? То есть такое определение, такая часть предложения, которая просто подчеркивает значение, раскрывает его смысл дополнительно, хорошо, и содержит в себе указание на причину. Хорошо? А есть еще сифа мукайяда, это что такое? Это определяющее смысл. Что было понятно? Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я айюхан нас, убуду раббакум, аллази халакакум, аллазина мин кабликум». О люди, поклоняйтесь вашему Господу, который, дальше идет что? Вот это пояснение, вот это определение, да, который создал вас из тех, которые были, и тех, которые были до вас. Означает ли это, что есть два Господа, который создал нас и который не создал нас? Поклоняйтесь вашему Господу, какому, который создал вас из тех, которые были до вас. Что есть какой-то Господь, который не создал нас? А? Нет, это как раз пример чего? Сифа кашифа. То есть, ваш Господь, и дальше что? Еще и раскрывается смысл, подчеркивается, что это что? Господь, Он вас создал, вас, и которые были до вас, и содержит в себе указание на причину, почему нужно Ему поклоняться. Потому что Он создал вас. И здесь тоже сказано, люди, которые действуют, да, совершают действия неразумные в отношении имущества Аллаха, бигейр хак, не по праву, то есть указание на то, что причина этого, почему нельзя делать это, почему запрещает это пророк алейхиссалату вассалям, потому что это не по праву. Всякие действия неразумные, неправедные в отношении имущества, это не по праву. Понятно? Почему они запрещены? Потому что это нарушение права, это сифа кашифа. Понятно, что такое сифа кашифа? То есть эта часть предложения, эта сифа, она указывает на реальное положение вещей. Хорошо? На реальное положение вещей, что это не по праву, и указывает на причину. Дальше сказано «фи малилля» в отношении имущества Аллаха. В отношении имущества Аллаха. О чем идет речь здесь? Некоторые говорят, рассказано имущество Аллаха, то речь идет о том, что человек поступает неправедно с имуществом Аллаха, то есть имущество заката, например, покушается на имущество заката и совершает какие-то, тратит их куда-то, куда нельзя, или как что-то делает, что нельзя делать. Или, например, военные трофеи, имущество Аллаха, и, хорошо, или, например, харадж и другие вещи. То есть имущество религиозное имущество, шариатское имущество. Об этом идет речь. Хорошо. Но другие говорят, не только это, но и всякое другое имущество. Имущество просто человека, его личное имущество тоже сюда входит. Поступать с ним неправедно нельзя. И то, и другое имущество Аллаха. Первое понятно имущество Аллаха. Шариатское имущество, как имущество заката или военных трофеев, понятно, или харадж. А почему имущество, которое есть у человека, имущество личное, это имущество Аллаха? Да, это имущество Аллаха. Аллах называет это имуществом Аллаха. Где доказательства? Где доказательства? Слова Аллаха Субхану ва Тааля: «Ваатуху мимма лилляхи лази атакум». И давайте им из имущества Аллаха, которое Он вам дал. Смотрите. Слова Аллаха Субхану ва Тааля. Здесь вам дал, то есть ваше личное имущество, оно есть имущество Аллаха. Так здесь имеется в виду имущество шариатское, имущество что личное. Угроза, если человек так поступает неправедно с этим имуществом, зарабатывает его неправедно и тратит его неправедно. Угроза какая такому человеку? Пророк алейхиссалату вассалям говорит: «Фалахумун нару йаумаль кияма». Им огонь в судный день. «Фалахумун нар йаумаль кияма». Это угроза. Угроза от законодателя. Какие выводы из этого хадиса? Ну, во-первых, поступать неправедно с имуществом. Это запрещается. Хуком этого, это малый грех или это большой грех? Это харам. Хорошо, харам это большой грех или малый грех? Сагаир или аль-кабаир? Большой грех. Почему? Потому что есть за это что особая угроза. Всякий грех, если за него упоминается особая угроза, именно за этот грех, то тогда этот грех входит в число каких грехов? Больших, великих грехов. Аль-кабаир. Отсюда мы делаем вывод,
что человек, он должен защищать свое имущество от того, чтобы поступать с ним неправедно. И нельзя свое имущество терять, нельзя губить его, нельзя расходовать его на цели неугодные Аллаху Субхану Тааля. Другой вывод из этого хадиса, что человек не имеет права зарабатывать имущество недозволенным Аллахом путем. Хорошо? Только путем халяля ты можешь зарабатывать свое имущество. Почему? Потому что мы сказали, тахаввуд здесь, поступать неправедно, это не только трата его, это еще и приобретение. Поэтому приобретай его только дозволенным Аллахом путем. И нужно быть очень осторожным. Как ты приобретаешь свое имущество? Свой достаток. Хорошо? Не так, что как люди делают. Все, что ползает, бегает, все, что можно заполучить любым путем, это себе приобретают. Нет. Очень осторожен будь в том, как ты приобретаешь средства к своему существованию или к содержанию своей семьи. Другой вот из этого хадиса, то имущество, которое есть у нас, это на самом деле имущество Аллаха. Кто-то скажет, почему? Это же наше имущество. Разве Аллах Субхану Тааля не относит это имущество к нам? Да, Аллах Субхану Тааля говорит, «Валя туту суфахаа амуалякум», не давайте глупцам ваше имущество. То есть Аллах относит наше имущество к кому? К нам, говорит, ваше имущество. Хорошо? И говорит Аллах Субхану Тааля, «Ля такулю бейнакум амвалякум бильбатиль», не ешьте имущество ваше среди вас незаконно, без права. То есть ваше имущество. Мы говорим, да, оно, Аллах Субхану Тааля говорит, наше. Но оно наше, мы скажем, эта принадлежность его нам, она какая? Абсолютная? Нет. Эта принадлежность, она не является абсолютной. Во-первых, кто создал это имущество? Аллах Субхану Тааля. Он создатель, он, который создал это из ничего. Хорошо? Кроме того, наше владение этим имуществом, разве это владение такое уж безусловное и абсолютное? Нет, это очень что? Ограниченное владение этим. Во-первых, мы владеем этим, пока мы живы, или пока это есть. Хорошо? Аллах Субхану Тааля, когда хочет, лишает нас его, во-первых. Во-вторых, разве мы можем делать все, что мы хотим с нашим имуществом? Нет. Есть нормы, которые установил Аллах Субхану Тааля, правила. Куда ты можешь потратить, куда не можешь, сколько нет. Хорошо, значит, твое владение этим имуществом, да, ты им владеешь, но твое владение, оно какое? Ограниченное, абсолютный властелин этого Аллах Субхану Тааля. Еще вот из этого хадиса, что если человек упоминает какой-то хукм, то лучше, если он при этом упомянет еще и причину. Хорошо, почему? Потому что, когда упоминается причина, почему нельзя, или почему нужно это делать, это еще сильнее успокаивает сердце, укрепляет сердце в решимости подчиняться этому приказу или оставлять этот запрет. Где здесь, в этом хадисе, объяснение причины? Бигайр хак, без права, потому что это, говорит пророк алейхиссалату вассалам, незаконно, потому что это является что? Беззаконием, нарушением права и истины. Еще из этого хадиса это, конечно, подтверждение чего? Подтверждение существования судного дня, того, что будет судный день, подтверждение адского огня. С каких слов? Фалахум нару яумаль кияма. Им будет адский огонь в судный день. Это что касается данного хадиса.